Салям Бутаргала, это что за фигня? Я не понял. Прилетаем домой из жаркого Таиланда, а тут Новый год. Прикиньте, Новый год у нас, Новый год. Все, елочку сейчас включаем, наряжаем и будем праздновать. Етеп келген яңы ел мынам достар қадірлі. Офигеть, я просто в шоке. Я и так мерзну, да. Вот как начала худеть, начала мерзнуть. И сейчас сюда приехал вообще дубак полнейший. Карбавкан, даже галыштарды, мына бахыр галыштары, снегу, бляха-муха, все вот это вот, террасная мебель вся в снегу. Ну вот как раз таки сейчас, доктор, проверим, это, вот это, как там, типа непромокаемая подушка, мебель, посмотрим, промокаемая или нет, следы останутся или нет. Офигеть, да? Вообще погодка. Вот кто посадил помидоры, не надо было спешить. И огурцы. А то бір-бірден мақтанышып там этот понасажали в теплицах своих помидорчики и огурцы. Вот теперь знаете, что будете теперь делать. Все выкладывают. Ой, мои помидоры, мои огурцы. А вот я знала, что так будет. Поэтому я еще не посадила в свою теплицу огурцы и помидоры. Прикиньте, оказывается, людям вообще не нравится, когда другие люди отдыхают в теплых краях. Пока вот в Таиланде была, да, столько негатива услышала. Люди, короче, мне в сообщениях писали: чего вы постоянно недовольная едой? То вам это не нравится, то невкусно, блин. Постоянно недовольная, ворчите и ворчите. Уже неприятно смотреть. Раз меня не нравится, что я должна делать? Врать, что ли? Вот такие интересные, сами попробуйте ихнюю еду. Офигеете просто. Это же вообще капец-капецкий, блин. Не то, что наша еда. У них даже картошка не как картошка, и курица не как курица. Это я, кстати, не в первый раз замечаю. Вот как только едешь куда-нибудь отдыхать, да, отдыхать в теплые края на море, сразу же начинают приходить негативные сообщения. Прикиньте, людям вообще абсолютно не нравится, когда кто-то другой отдыхает. Вот прикиньте, а он работает. Вообще-то, на самом деле, я туда работать ездила. Вот так вот. У меня был контракт, между прочим. А я тут собираюсь готовить, наконец-то, бульончик очень вкусный, наваристый, офигительно вкусный бульон. Очень сильно соскучились по бульончику, доктор. Но, представляете, у нас, оказывается, мясо бүткенский. Морозильник открываю, там одни полуфабрикаты и вот этот вот бот. Это этот, индейканың бото. Представляете, вы смотрите, как у барашка нога. Это вообще-то нога индейки. Прикиньте, какая мощная. Но у нас, доктор, мясо намного, в 1000 раз вкуснее, чем в Таиланде. И вот, короче, доктор, я буду готовить вот эту индейку. Потом тут у нас домашняя курица. И это маленький кусочек остался этого, как там его, баранины. И прикиньте, больше нету мяса, блин. Сейчас придется мясо закупать нам срочно. Все уже, все сожрали. Придется вот индейку варить. Я не знаю, что за бульон получится из индейки. Я еще из индейки бульон ни разу не готовила. А все, замороженное положу, да, и все нафиг. Что-нибудь должно получиться, но все равно вкуснее получится, чем в Таиланде. Вот, смотрите, здесь у меня будет лапша с бульончиком. Потом здесь у нас деревенская картошечка, тоже отваренная в бульончике. И здесь уже готовятся домашние пельмешки. Офигеть, если эти сторисы увидят Рина и Сальзири, они просто подавятся своими слюнями, потому что мы, когда там были, сидели и мечтали, каждый мечтал там о своем. Я хотела бәлеш с бульончиком, Альберт хотел тоже он тоже бәлеш хотел, Риналь хотел домашние пельмени, вот, я все почти отварила, только бәлеш не успела приготовить. Вообще-то нам Аделина обещала приготовить бәлеш, но нет, не приготовила почему-то. Почему? Офигеть, вкусно. Зато теперь будет Альберт ценить мою стряпню. А то вначале, когда спрашиваешь, вкусно, он такой, нормально. А сейчас, наверное, обалдевает, думает, о, Милеша-то вкусно, кажется, готовит. Самое больше, чем мы там скучали, это по еде. Очень сильно по нашей еде скучали. Даже не по детям, а по еде. Кстати, доктор, Альберт арткан 100 килога, артып кайткан. Хотя говорит, там дошираки только кушают. Но... Как так получилось? Я воду минут. Бульон с воды? Химерген, нейден, от воды. Что? Неме кейті что? Юлып. Неме юлып?
Кардахан. Хорает, как дождь. Лук. Ай, как дождь, блядь. Сейчас за полчаса растает. Ничего не растает, мне холодно, блядь. Мне все мерзнет, все конечности. Вес больше не скидывается. Как вот месяц назад я скинула 15 килограмм. За месяц я 15 килограмм скинула. И все, на этом застыл. Прикиньте, в чем дело, я не знаю. Это очень странно. С девчонками переписываемся, все девчонки говорят, что они скидывают вес. А я нет, я не скидываю. Или это Таиланд так повлиял, хотя я в Таиланде вообще ничего не ела. Только йогурты ела. И все на этом. И как так? Почему не скидывается, Альберт? Почему так случилось? Это очень странно. Я переживать начала. А вдруг я обратно толстеть начну? А я все свои большие вещи отдала уже, одежду. Что я буду делать теперь? У меня одежды нету. У меня, правда, одежды нету, представляете? Я еще не купила себе одежды маленьких размеров. Большие раздать раздала, а маленьких размеров нету у меня. Ближе к весне у нас мясо закончилось. Приехали вот в Виглино в мясную лавку за мясом. Надеюсь, тут есть какое-нибудь хорошее мясо. О, вот же хорошее мясо. Конечно, конечно. Это чье вот мясо? Возьмите, вот и возьмите. Это Старокубовское. Возьмите вот 2 куска. Угу. А он этот на лугу пасся или что? Зимой где на лугу пасся? Коровки, они мерзнут, между прочим, зимой. Им тепло надо. 15 рублей. 313. Это сколько, почем продаете мясо? 13. Вот это мясо вы взяли по 650 рублей. А, 650 рублей. Это Альберт дорого, да? Я не знаю, я жду. Сейчас так, положим. ну, весной-то все, сейчас уже такие цены. А мы зимой брали по сколько? По 400 же, да? Да, мы нам родители дали же. Ну и покупали же Абиэльден. Ты что? 350 вроде. Абиэльден брали полкоровы. Деревенские мясо привозят, да, и сдают, да, Вап? Ну, конечно, Да? конечно. 525. Только они издают, только и берем. Только деревню берем. Бурым наверное, уставшая мясорубка, сразу еще фаршу скорпиляли. У нас в детском садике точно такая же мясорубка была. Надеюсь, басрахта гульдер мясорубка. Очень надеюсь. Мясо купили, а сейчас мы купим рыбу. Альберт Уденин личный башкортстанский балыктарын таңған. Вру, конечно, башкортстанский. Ну, сколько раз этот самый... Ой, мини курата что ли? Не все. Оялам. Менде оялам. Сколько раз девчонки говорили, в магазин кре. Очень приятно. Вон сегодня. Или это ваш магазин? Или это ваш магазин? Нет? Хатусы. Нде балык керек. Нендей балык керек? Бәлек емеге парай. Тік вақыт алған ағыдайын деп еді. Ошын фараль. О, қалай матурғын аласың? Фаральдан. Ей, ол хинаны шын будқа іштеп біттің шынан, өт. Жоқ, мен карптан шабыт едім. Карптан? Бізге, короче, грильда іштерге. Кейде береркем. Ай, кейде берегір ваше ше болын. Тадартып юып. Вот, бұнда достар ваше хайват. Осында иняхын өт, алар тадарталар, юалар, ишитме қырқып берелер. Представляете, как удобно, вообще мне нравится. Видите, все нарезали. Вообще удобно. Фарш там пропустили, рыбу нарезали. Вообще вот красота это. Можно вообще не резать, не пропускать. Даже мясорубка сейчас не нужна. Сейчас мы, короче, будем жарить эту рыбку на гриле, достар. Но не на Альбертином гриле. А у меня теперь появился свой личный гриль. Альберт, чтобы я не плакала, меня даже личный гриль купил. Представляете, сейчас я вам покажу. Итак, друзья, я купил для Милеши отличный аэрогриль. Посмотрел весь YouTube, весь интернет. Все обшерстил и вот нашел, наверное, самый оптимальный, самый хороший вариант. Сегодня будем готовить рыбу. Как всегда, рыбу. Меня аэрогриль купил, и будем готовить рыбу. Представляете, оказывается, здесь можно готовить и пирожки, и пироги, и десерты, и рыба, и мясо. Короче, абсолютно все блюда. Открывается внутри вот. Мы положим рыбу. И, кстати, оказывается, что аэрогриль, да, еда готовится намного быстрее, чем в духовке. Сейчас мы приготовим красную рыбу форель. Вот, посолили. Это мой рецепт, короче, поперчили. Печеный баклажан, отбивные из капусты, творожная запеканка, картофельные пирожки с мясом. Ой, пирожки с мясом. Чернильно-банановая пицца. Любой человек, даже ребенок может приготовить. Потом, короче, вот так соевый соус наливаем. Чеснок, сушеный чеснок, оливковое масло,
Добавляем. Ох, блях, муха, вот со стороны. Перемешиваем, Достар. Получается сочно и никаких брызгов. То есть, потому что у него есть нижний тен, верхний тен, поэтому переворачивать не надо. Готовить все равномерно, быстро. Оказывается, даже можно готовить просто на пару. Вот, когда сидят на ППшнике, на ПП, то есть, можно вот спокойно готовить на пару, без масла, без ничего. Тут, короче, Достар есть обдув горячим воздухом, прямо как в духовке. Я давно хотела, кстати, хлебопечку. Еще я попробую алаверха хлеб приготовить. Мында мына целый бір дур балық құйды, Достар. Прикиньте. Теперь у меня есть свой аэрогриль. Как вам мой аэрогриль? Рыба приготовилась всего за 18 минут. Посмотрите, румяненький, хрустященький, с корочкой. Кто живет в квартире, для них это вообще удачное приобретение. Отличная штука на кухне. Потому что у вас же, у людей, которые живут в квартире, нет возможности приготовить шашлык. Вот, покупайте аэрогриль. Евишмаган, как в духовке. Прикиньте, а духовка ловить евишение. Ох, ты смотрите, какой-то красивый. А вот он вообще дыбышата тигина юрга была. А то духовка лабал бешрам бис сесреп, стекловная сесреп, стеналага сесреп, бишан бір балық бешрахым да и 5-6 сағат шу духовка надпывать так. А тут вообще быстренько юдың вообще. Сейчас, друзья, сравним, отличается ли на этом аэрогриле от уличного аэрогриля вкус и как она приготовилась. Очень вкусно. Ну, сочно, что да? Да? Офигеть. Ну, это еще мой рецепт такой. Духовка так не готовит. Духовка, да, так не готовит. Итак, друзья, я еду на массаж лица и шеи. О, очень много морщин на лице, поэтому срочно нужен массаж, Достар. Особенно, вот видите, где морщины? Вот, очень мелких морщин дофига. Это ладно, фигня, да, вот тут у меня просто беда. Вот, я не знаю, вам видно или нет. Когда вот так делаю, это просто капец. В прошлый раз было больно? Да, в прошлый раз было больно. Я вообще-то сюда прихожу чуть-чуть поспать, получить наслаждение. А Лера мне так мнет лицо, как тесто. Что? Какой там спать я ваши, блин. Глаза из орбит вылазят. А я хочу расслабляться на массаже, блин. Нет, а мы будем гипертонус снимать. Гипертонус, блин. Что это такое гипертонус? Кстати, Достар, вот в прошлый раз я не сняла, когда Лера говорила. Сняла, то есть, но не выложила. Вот из-за того, что у меня нету зубов, да, вот в этих местах, из-за этого у меня вот тут вот брылья обвисают. Брылья же, да, как да, правильно, да? Вот, поэтому берегите зубы, Достар. У меня вот прям очень сильно вот тут обвисло из-за того, что нет зубов. Понимаете, я не знаю, вот встанут они на место или нет. Встанут на место? Будет сделано. Да? Надеемся. Как лепешка, да? У меня лицо, когда я ложусь, оно растекается и как лепешка становится. Ай, блин. Короче, вот здесь у Милюши с правой стороны больше висит, вниз тянет мышца, опускающая угол рта. Да, Покажите. вот оно, вот. оно. Видите, вот прям угол рта вот так обвис. Угу. Это связано с тем, что у Милюши была операция на аппендицит. Спаечный процесс начал происходить, и тем самым спайками начинает тянуть эту сторону тела, и, соответственно, у нас начинает также это на лицо. Почему так? Господи, давайте перезапишем, пожалуйста. Нет, это же интересно, что такого-то? Ладно, блин, все ошибаются, что? Спаечный процесс происходит, у нас начинает просто стягивать вот эту сторону тела. Тем самым это отражается на нашем лице, она начинает тянуть вот эту вот сторону больше. А я думаю, почему у меня одна сторона обвисла, а это вот такого нет. Вот этот рот у меня как этот грустный смайлик вот так вниз ушел. Вот это тоже имеет связь с швом аппендицита. Вот это кошмар, да. Как ты меня узнал-то? По оранжевому цвету. Ты узнаешь ее из тысячи. Загорелая, довольная, счастливая. Тьфу, бесишь аж. Привет. Привет. Как дела? Я после массажа. Синий кораб, он да заколебался меня, кайфушкаларно. Короче, Достар, почему мы встретились с Максименко? Потому что, Достар, мы будем с ним снимать совместные рилсы. Тупойские, конечно, но, думаю, может быть, залетит. Салатор смешно. Душка? Ну, конечно, не мекей. Ух, Какой странный. Не, давай, 100 000 турейнян, Баша.
Давай сначала быстренько чай попьем. А? Понятно, блядь, мин бушкам, блядь. Бесплатно, блядь. Уфа. Че, как тебе они? Нормальные, нет? Кемне? Рилсы. Ну, я нифига не понял, но очень интересно. Нифига не понял, но очень интересно. Короче, доктор, мы сегодня с Максименко отснимем пару вайнов. Почему я решила снять с Максименко? Потому что мне нравится вот его образ Фирдауса. Давайте будем честными. Дело в том, что у Милёши есть одноклассница Фирдауса. Да. Вот. Она очень далеко живет, что аккуратно говорит, план Б. Меня позвала именно. Я тезка Фирдауса. Фирдаус, у тебя-то оказывается мужское имя. Моя одноклассница Фирдаус Айнар Селен. Вот. Прикинь, да, в наших краях Фирдаус это только женщина, мужчин нет. Бар, нюанс бар. Фирдаус ясаң айма, женская была. Фирдаус ясаң, сразу мужской гайляля. Милёша, башкирская домохозяйка, не каждый день же ночью пишет? Поздно ночью в 9 часов написала, айда. Поздно ночью в 9 часов. Вайн запишем. Ну, она же не каждый день пишет. Мне сразу все свадьбы отменила, Инна. Юбилейный отменился. Все отменил. В смысле, ты еще курить будешь, что ли? Да. Ты че, не показываешь? Я не в затяг. А ты че, в блоге не Это показываешь? дяденьки курят. Да, я показываю. Ну, все знают, что я курю. Да? Максименко не курит. Это пропаганда была. Пропаганда. Многие ведущие становятся блогерами. Представляете? Вот что интересно. Почему интересно блогеры, ведущие становятся блогерами? Два человека таких мы, да, ведущие. Алар, башиштами Аларна. Они снимают то, когда свадьбы ведут, остальные лайф не снимают, как я. Таких, как я, единицы. Цените, цените. Почему ты решил у Хатарга блогеров-то? И еще назвал себя папой блогеров. Потому что я хочу семью создать, такая инста-семья, чтобы блогеры объединились, именно, чтобы такая бригелеп, яшеп, юлмаеп, жирлап, биеп, ошап, юрсуннар меня. Чтобы не каждый сам по себе. А почему тогда меня не пригласил? Объединили, ты меня нифига не пригласил. Максименко, Мақтанғайна, что он купил себе Мерседес. Что-то я не вижу, что он купил себе Мерседес. Смотрите, какой-то был на Индейре Хамандеу Матисында. Ты же, блин, ты же этот, говорил, что ты купил Мерседес. Так я жене подарил. Блин. А мне разыгрывать буду. Ты, блин, полгода назад так говорил, до сих пор не разыграл, блин. Я-то ждал полгода тому. Давай мне подари. Нет, либо 250 тысяч, либо Матис. Ой, ёпарасоте. Параганда не могу нет моя. Это что такое? Это что, работает? Конечно, работает, знаешь. Ну, мусор, Это мне подкинули. Подкинули. Последний вайн, доктор, сейчас сниму. Ёпарасоте, я пашу хутту сюрдым. Вот, хотя бы тогда пахлава сейсили. Преимущество, башкирская домохозяйка, блин, вайны записывать, ошата, и шерте. Вот ведь, да? Хоть и утром, конечно, но своим накарно, поляну накрыла. Поляну накрыла, дуртный Аланда ты. Сейчас, короче, Максименко наша там. Порциялар бunda, нық бұл. Эврен, да, Эврен. Она икмагиша. Даже косметичку с собой принесла. Я, короче, играю, да, вот эту блондинку свою в этом платье. Меня пишут, алкашку играете теперь. Ну ладно, что? Блондинка алкашка не бывает, что ли? Не говори. А что, алкаш-то не отгорывать, что ли? Да. Ну. Как губы? Вот так нормально? Очень аккуратно, ну, тебе надо на мейкап идти, чтобы обучать надо людей, запускать наставничество. Обучающие уроки мейкапа от башкирской домохозяйки. Записаться и ты, доктор, очень дорого. Максименко так с маникюр штей. Мне там кашымды выводить-то баштаным тегем это. А давай о маникюре поговорим. Вот мне нравится матовый, меня шлять там кутикулаларды убирать таланты. Главное акрилом укрепить, Даже акрил не мейкем, бля, акрил не знает, что это такое, а он знает. Менә синең коллаген S булсаң, синең ноготьларны бик слабо и слоится. Вот чтобы не слоились, надо акрилом укреплять, чтобы узак торсын. Вот. Ишеттегезме, доктор? Коллаген эсеге. Коллаген, который я рекламирую, доктор. Ишеттегезме? Не будете пить коллаген, будут у вас, как у Максименко, это кутикулы. Білдегезме? Да. Вообще, мне мама девочку хотела, поэтому я разбираюсь, Азгере. Мы говорим, что